Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Вместо современной бензопилы и инструментов обыкновенный топор. В этой работе Александр Попов доверяет только ему. Старинную мечеть 1879 года мастер восстанавливает по технологии ее же создателей, чтобы через сотни лет следующее поколение могло увидеть, каким был храм сразу после постройки. В 21 веке бензопилой сделать, извините меня, там кижи проблем никаких не составляет. Но смотреть не на что будет. А вот то, что сделано руками этих мастеров, вот это и представляет интерес. Вот так со слезами на глазах мечеть провожали на родине, в деревне Большая Елга. За свою жизнь здание повидало многое, но в последние годы сторожил начал сдавать. Тогда и решили по бревнышку передать постройки в руки мастерам. И вот эта вот новая обработка инструментом топором, видите? У Александра Попова десятки лет опыта, более 100 восстановленных деревянных построек, в том числе церковь 15 века. Но вот мечеть в практике первая. Сегодня вместе с ним над реставрацией объекта трудится около десятка мастеров. Сложнее всего далось восстановление михраба. Все тонкости начинаются, когда начинается кровля. Вот минарет, необычная конструкция минарета, внутри минарета винтовая деревянная лестница. Вот, стропильные конструкции, которые зажимают этот минарет. Для гидроизоляции кровли и фундамента специально заготовили бересту, а натуральный мох послужит утеплителем. Элементы для мечети, для обшивки, вот уже упакованные, покрашены, сделаны. Половина работы уже выполнена, осталось восстановить минарет. Параллельно с мечетью из Рыбнослободского района вологодские мастера реставрируют Михаило-Архангельскую церковь 18 века из Камска-Устинского по той же технологии. Важным остается этот процесс не останавливать. Уже готовы столярные изделия и по церкви. Работают и кузнецы, и плотники, и столяры. И организован правильный производственный процесс. Реставрация церкви еще продолжается. В Большие Кляри объект культурного наследия вернется не раньше следующего года. А вот мечеть привезут в республику к столетию ТССР. Сейчас решают вопрос с отоплением и устройством двойных полов, чтобы и зимой она согревала прихожан. Зарина Ахметова, Алексей Угаров, Альфред Камилевский, ТНВ, Вологодская область. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.